Дорогие друзья, сегодня мы будем заниматься рукоделием, и наш мастер-класс будет посвящен изготовлению пасхального яйца. Поможет нам разобраться вот в этой теме, непростой, в то же время простой достаточно, педагог по изобразительному искусству и технологии городской классической гимназии Оксана Викторовна Свириткина. Оксана Викторовна, здравствуйте. Здравствуйте. Я очень рада, что вы пришли к нам в гимназию посмотреть интересный мастер-класс по изготовлению пасхального яйца. С чего мы начинаем работать? Конечно же, нам нужно подготовить материалы. Это обычная хлопчатобумажная ткань, кольцо из бусин, нитки, иголка, бусины для украшения и, конечно же, инструменты, которыми мы будем работать. Это или может быть канцелярский нож, или макетный нож и распарыватель, который нам нужен для того, чтобы ткань у нас держалась в яйце. Приступаем к работе. Вначале, конечно, нам нужно купить в магазине яйцо. Оно продается. И для того, чтобы сделать красивые сектора, мы отмечаем вершину нашего яйца. Для этого мы используем... А яйцо, оно из чего? Вот можно потрогать? Полистирол. Полистирол, да. Да, который у нас бывает упаковочный, да. Ниточки любые можно брать. Делаем небольшой на ниточке узелочек и прокалываем вершинки, как мы называем, полюса нашего яйца. Нитки должны быть толстенькими? Нитки должны быть плотные, толстые, чтобы их было видно, и они ни в коем случае не порвались. Но вы используете... Ирис. Это ирис у нас, с которых мы делаем салфетки. С обратной стороны мы тоже закрепляем нашу ниточку иголочкой. Тоже по центру? По центру. Сильно иголочку вовнутрь не заталкиваем, делаем несколько оборотов и возвращаемся к нашей вершинке. Затем нам нужно, конечно, разделить на несколько секторов. Дальше уже вы произвольно. Можно разделить на 4 сектора, да? Можно разделить на 5 и на 6 секторов. Не обязательно четное количество. Вот сейчас разделила на 4 сектора. Сделаем поменьше, потому что нам нужно все успеть. Ниточку можно не отрезать. Мы берем фломастер. Лучше брать фломастер, не карандаш, потому что очень плохо рисуется, да, на этом материале. И рисуем наши линии, по которым мы будем потом делать прорези. Вот здесь впереди, если вы видите, у меня представлено яйцо, там 6 секторов у нас, используется 6 разных видов ткани. Но здесь, чтобы все успеть, мы сделаем 4 сектора. И деткам это удобнее всегда, чтобы ровно пополам разделить. Убираем иголочки, английские булавочки. Ниточку мы даже не отрезали, она у нас осталась цельная. Затем берем макетный нож или можно использовать канцелярский нож. И нам нужно сделать прорези где-то глубиной 5 миллиметров. Яйца вот у нас поролоновые тоже бывают разные по плотности. Бывают очень плотные такие, да, очень удобно с ними работать. Бывают чуть-чуть рыхлые, поэтому, когда мы делаем прорези, не ломаем край, а пытаемся его прорезать, потому что потом все эти наши отверстия будут видны. Аккуратно прорезаем. То есть внутри не полый, да, ну как настоящее яйцо? Нет, внутри он цельный. Почему именно 5 миллиметров? Ну, для того, чтобы ткань держался, край ткани держался крепко там. То есть мы потом будем, я так поняла, запихивать, да, вот ткань? Да, мы будем отрезать кусочек ткани без иголки, без ничего. Мы будем просто пропихивать ткань. Называется эта техника кинусайга. Или это японская техника, работает в основном шелковыми тканями. Но так как мы работаем с детьми, мы, конечно же, берем ткань хлопчатобумажную. Называется еще пэтчворк без иглы. И можно в этой технике делать очень красивые картины, чем мы и занимаемся. Так, теперь мы должны взять ткань. Вот я взяла в одной тональности, да, в розовой тональности. Девочкам нравится, конечно, в розовой, такие постельные тона. И мы должны отрезать полосочку ткани. Но вот смотрите, я сразу шаблон не стала делать, потому что шаблон у нас зависит, какого размера у вас сектор. По самой широкой стороне 5 миллиметров оставляю припуск по краям, по ширине. А по длине мы можем оставить до 3 сантиметров.
берется лоскуток ткани, кладется на наш сектор, берется распарыватель. Им очень удобно работать распарывателем. И вначале нам нужно пропихнуть ткань именно по серединке, чтобы ткань разгладилась и не было заминов. Ровно кладем мы именно как бы наискосочек, да? По Нет, косой? прямо это я. Вот прямо? ага, прямо положили. Но начинаем вот с серединки. С серединки начинаем и плавно идем к концу нашего яйца. Тут хватает. Все, что у нас останется лишнего, мы аккуратненько отрезаем. И вот такими движениями. Нам нужно, чтобы ткань нигде не собралась, ни в какие складочки. Ага. Так, отрезаем край ткани. И остатки ткани мы должны обязательно пропихнуть до конца. До конца пропихиваем. Но самое главное не сломать наше яйцо, потому что оно очень хрупкое. Очень хрупкое. Да, и вот так вот я такие движения делаю, как бы разглаживаю от центра к краю. Нельзя намочить вот ткань, ну, чтобы она более плотненько, так сказать? Да нет, как-то лучше сухой тканью работать. Мокрая у нас будет неудобно, и ткань может полинять. Поэтому работаем так. Так, теперь главное ускориться. Можно наверняка использовать разного цвета, да? Разного ткани? цвета, можно То есть, яркие цвета использовать, да? Ну, лучше чередовать такие однотонные цвета с цветными, да? С мелким рисуночком. Где-то я тут резала. Обязательно измеряйте ширину сектора. Если у вас сектор уже задан, можно линеечкой померить и уже сразу нарезать заготовки шириной вашего сектора, да? И потихонечку работаем. Но такая работа очень интересная в плане того, что можно поработать. Знаете, первый раз я вижу такую технику, она такая прям интересная, простая в то же время, да? И вот вы поуже сделали. Поуже не получится. Вот когда у меня будет шар из 6 секторов, можно эту ткань использовать. Конечно, лучше этот сектор измерить по ширине и сделать. Слишком большой кусок ткани тоже брать не стоит, потому что все равно это потом обрезается, и экономия ткани не получается. Да? Поэтому работаем. Новогодние шары в такой технике делаются, картины делаются очень красивые. Из шара пенопластового также. Там еще золотой шнур может быть по границам проклеиваться. Ну, сегодня тема у нас. Ну, интересно, вот смотрите, а вот я сейчас подумала, а как будет стыковаться ткань на, допустим, следующая ткань же тоже будет ткань, ну, нет, она... а остается у нас достаточно много ткани, ну, больше 5 миллиметров. Вот мы ее должны потом, когда вот пропихнули, да, и чувствуем, что ее тут много осталось, да, мы ее аккуратно отрезаем. Вот здесь вот что хорошо для детей, вот прям аккуратность в вырезании, да, она не требуется. Потому что все это прячется вовнутрь. Если мы хотим, мы можем здесь даже наклеить шнур или тоже его чуть-чуть туда пропихнуть, и он там держится. Вот в новогодних шарах мы делали так. Мы брали витой шнур и туда его пропихивали. И уже там вообще очень красиво получается. Но основа это пропилен, да, все-таки? В смысле, полистирол, ну как бы называем его в простонародье, да. Да, у нас он безопасен? Ну, допустим, вот дети маленькие. Нет, он безопасен, в рот, конечно, брать не надо, да. При нагревании он, конечно, опасен. А если мы его используем так, он всегда в магазинах рукоделия продается. Поэтому я думаю, наверное, все безопасно. Так. Можно действительно новогодние игрушки. Вот новогодние шары вообще самим оформить. Очень хорошо смотрятся. Берем, кстати, не маленькие шары, берем размер, ну, хотя бы вот такой. Тогда они смотрятся очень эффектно. Очень эффектно смотрятся, да. Также разрезаем, также делаем на сектора разные. И также проталкиваем ткани. Вот вы и сказали, где две ткани будут стыковаться. Да, вот где интересно. Ну, есть место, есть стыкуется. Есть еще, да? Поэтому, дорогие друзья, как раз-таки Оксана Викторовна нам объяснила, что нужно, когда делаем насечки на этом яйце, делать эту насечку нужно в пределах вот полсантиметра, да? Да, да.
как раз я поняла для чего, чтобы вместилось именно вот две ткани, Да, которые да. стыкуются. Но даже если что-то там не вошло, да, можно вот в любой момент, вот не понравился цвет, как сочетался, аккуратненько вытаскивается легко, дернули, все вытащилось. Можно поменять ткань, можно все То есть в этом изменить. году елочка, допустим, у вас или яйцо пасхальное будет вот такое, а на следующий Да. год вы можете купить новые ткани или остатки какие-то Остатки ткани использовать. используются, в основном остатки ткани. Скажите, а ткань должна быть обязательно какая именно? Ну, я думаю, шерсть сюда вот не подойдет, Нет, да? просто слишком плотная. Конечно, по плотности она должна быть не очень большая. Шерсть не подойдет. Шелк может подойти, конечно, он будет такой блестящий, красивый. Она тонкая, но она сыпется. И нужно аккуратно работать. Делать припуск побольше тогда, потому что она сыпется в процессе. Ну, вот, а искусственная ткань там, ну, допустим, не Можно, знаю, можно, вискозу, синтетика можно, какая-то, можно хоть вискоза, да? что использовать. То есть все Да. это нужно прогладить. Прогладить да? обязательно, потому что потом вы уже не погладите. А мочить вот предварительно там как-то немножечко Нет, не увлажнить? Не надо. Не надо, да? Просто сухая ткань обычная. Режем вот на такие прямоугольнички. Можно на этот прямоугольничек еще не только вот на прямоугольничке, а сразу сделать у нас, чтобы это было более аккуратно, да? Сразу обрезать по конусу, да? Потому что мы понимаем, что сектор у нас выглядит так, да? Все. Не обязательно он должен быть ровный, потом уже... Ну и тогда обрезать будет меньше, да, вот по краям. Потому что дети, может быть, там раз и лишнее обрежут. Лучше вот такие сразу заготовки делать. У нас остался последний сектор. Ой, красиво. У нас получилось 8 секторов, да? Нет, 6 секторов. 4. А, 4? 4 только сектора, вот 4? здесь 6. Но все равно это занимает время. И главное ничего тут не сломать. У заготовочки аккуратненько работать, не торопясь. Ну, хорошо смотрятся, наверное, ткани близкие по Да, колористике, да. по своей, да? Да, Вот. даже по структуре, наверное, Да, и по похоже. структуре. То есть здесь используется ситцевое полотно, да? Да, Ситец. Ситец, но более А плотный. ситцы же без- тоже бывают разные, да? Да, Если они ситец, рыхловатые, да, то... то не очень будет просвечивать яйцо. Здесь плотно, больше уже бязь, ага, потому что ситец уже у нас тонковатый продается. Да, здесь у нас, видите, как плотность такая Да. у ткани достаточно... Хорошая плотность, да, покупаем в магазинах. Она очень много и продается разных расцветок. Ну, вот так А можно потихоньку как-то в делаем. магазине, например, купить какие-то остатки? Да, у них Бывает? бывает, на продаже бывают продажу? остатки, но таких тканей сильно не видела. Но в основном на остатки бывают, ну, для юбок, там, для жакетов. Но А так такие она- плотные ткани не подойдут сюда, как имеется в виду драп там? или Нет, еще это, что-то. конечно, ни в коем случае, потому что у нас Слишком большая толщина. толстая такая. Так, не будет забываем, что мы всегда, вот кто-то берется в первый раз, да, не получается пропихивать, всегда беремся от центра, вот так вот прям. Можно это делать шпажкой обычной, да, и аккуратно вот приглаживая от центра к краям, а лучше от серединки. ткань. Ну вот, да, распарыватель, он остренький. Он И остренький, тоже но мы работаем имеется в виду- им как бы лежа вот так вот работаем, да, мы не втыкаем ничего, мы им вот лежа работаем. Вот это приспособление распарыватель уже придумала сама. В основном работают шпажкой, палочкой, да. Но наиболее удобный. Но оказался распарыватель. распарыватель. Не маленький распарыватель, таких средней величины. Им очень удобно работать. Ну, интересно, никаких морщиночек. Вот, Ну, вот это мы еще чуть-чуть торопимся. А вот так сидеть вечерком перед телевизором вообще милое дело. Очень хорошее такое занятие. И как бы не требуется ни клея, да, ничего такого. Никакой подготовки заранее. Ой, такая хорошая техника. Еще раз, как она называется? Кинусайга, японская техника. Конечно, работают они шелком, у них там картины есть. Гора А Фудзияма. картины, они какие? Они Ну, берут тоже основу. плоские или Плоские. тоже круглые? Плоские. Беру тоже панель, пенополистирол в строительном магазине можно купить. И потихонечку делают эскиз, обязательно эскиз рисуют. Один экземпляр можно прям наклеить обычным клеем на полиполистирол, да, поверхность. Второй эскиз оставляю для себя, чтобы делать выкройки. Там уже не получится вот так вырезать прямоугольничек и пихать, да. Там чуть-чуть надо вырезать по фигуре, ну, с припуском. Поэтому там один лист мы разрезаем на выкройки. И А вы потихонечку. пробовали эти картины? Конечно, есть. Есть картины. В якутском стиле есть. А у можно нас. показать?
Ну, на фотографиях можно. Ага, ну вот здесь есть работы детские, да? Мгм. Детские работы есть. Картины. Вот, да, картина, вот котик, да? Он выполнен в этой технике, да? Ага, а другая картина дома есть, если что, можно выслать. Очень красиво. Получается очень милая, приятная, такая вот тактильная, да? Я прям чувствую. Сильно, ага, всё. Да, ну получается так и аккуратненько. Ну, подбор цветов, конечно, важен. И мне кажется, для подарка это тоже будет самое то, да? Кому-то родным своим, друзьям. Конечно. Потому что на Пасху, конечно же, очень много мы ходим друг к другу в гости. Это большой праздник у православных. Конечно. Так, поэтому Так. можно приготовить пасхальное яйцо своими руками, и это будет очень приятный, милый подарок. Так, теперь мы давайте сделаем подставочку. Для подставочки, конечно, можно использовать подручные материалы, которые у нас есть дома. Кстати, вот идея интересная, да? Бусинки на проволочку я собрала, да? И очень красиво, изящно будет смотреться, да, на проволочку, если собрать. Но также продаются такие же пенопластовые, да, продаются у нас колечки, бублики называются. Ну, вот есть деревянные еще, да, они чуть-чуть подороже. Их нужно, конечно же, вначале оплести ленточкой или какой-нибудь тканью, да? Берем ленточку, огибаем, лучше отрезать сразу размер, да? Где-то сантиметров, наверное, 50 хватит, и начинаем ее обматывать. Если у нас времени не хватает, можно из бусин собрать любой подручный материал. Это вот как раз основание у меня осталось от того, как я оплетала стебельки. Лента была специальная. Чуть-чуть делаем стык, сильно внахлёст не делаем, иначе ленты не хватит. Их сколько вы отрезали? Ну, 50 сантиметров где-то хватает. Яйцо у нас высотой 11 сантиметров. Ага. Чуть больше можно, конечно, но если слишком большой размер будет, да, там ткань все равно начинает морщиниться. Поэтому вот 11, 12, 13 сантиметров, такие идеальные размеры, что у шаров. И закрепляем иголочкой с ниткой. Конечно же, можно использовать горячий клей. Никто не запрещает. Если я работаю с детьми, конечно, горячий клей использовать нужно много, да, пистолетов. Нужно всем подключить, поэтому иногда легче это, конечно, работать иголкой с ниткой. Закрепляем. Но пистолет, конечно, делает это быстрее, если ребенок не очень хорошо шьет. Ага, это у нас подставочка для яйца. Ну и, конечно же, нам нужно сверху сделать красивый бантик и сделать красивую подвесочку, да? Подвесочки у нас это просто бусины, просто обычные бусины, которые я связала ниточкой. И мы вот сюда и будем, где красивая сторона, сюда будем нанизывать. Иногда я использую английские булавочки, потому что очень удобно их вот так закреплять. Пенопласт очень хорошо держит эти иголочки, если детей дома нет, да, люди взрослые, эта иголочка может прям там и остаться. Ну, видите, плохо захватила я. Лучше захватим. И делаем бантик. Иголочку подготовим. Все это можно закреплять горячим клеем или клеем моментом. Но что плохо в клее моменте, то что он пенопласт плавит. Его нельзя соприкасать с самим пенопластом. Делаем бантик, складываем пополам, если мы хотим бантик пообъемнее. А он не большеват? Давайте еще поменьше сделаем. Правильно, со стороны всегда виднее. Так, еще меньше. Еще поменьше. Сделаем второй рядок, чтобы был более побольше был. Это тоже лента такая. Это тоже лента, более плотная лента. В серединке мы должны сделать прямые стежочки, чтобы этот бантик присобрать. Аккуратненько стягиваем и делаем несколько оборотов ниткой. Можно потом это место украсить бусиной, можно так оставить, если нет нитка в тон вашей ленты. Делаем узелочек обязательно. И отрезаем ниточку.
Если кто-то желает, можно было оставить, да, в конце. Ну, так как мы не оставили изначально, обрежем. И аккуратненько сюда закрепляем. Тоже я сделаю это иголочкой, да. Можно это все, конечно, закрепить горячим клеем. Ну вот такое яйцо у нас получилось, да, в нежных таких розовых тонах. Наша подставочка, да, которую можно сделать не только из того, что нашли, да, можно сделать красивую из бусин. Она очень нежно смотрится, и сразу яйцо у нас становится таким красивым, да, нежным. Очень рада, что вы посетили нашу гимназию. Я показала вам мастер-класс по пасхальному яйцу, и теперь в каждом доме будут появляться такие красивые поделки, сделанные своими руками. Ну что, дорогие друзья, будем пробовать?